Че, ладно. Изенер Арлах Арвастар. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня одно из самых главных у нас мероприятий нашего фестиваля, мероприятие Международного культурного центра в Республике Хакасия, фестиваль-конкурс героического эпоса. И сегодня мы рады приветствовать всех на территории этого прекрасного литературного музея, на родине нашего поэта, драматурга, писателя хайджи, фронтовика Михаила Еремеевича Киртичакова. Этот конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне наших героев, поэтому он носит название «Фестиваль героического эпоса». И для приветственного слова я приглашаю сюда Юлию Борисовну Большакову, руководитель Международного культурного центра в Российской Федерации, куратор данного проекта. Культуры Российской Федерации. Много очень. А то придется про каждого столько говорить. Я буду говорить, конечно. Молодежь должна знать. Я всех приветствую. И это была инициатива Светланы Анатольевны Окольниковой, когда мы сказали, что можно участвовать в конкурсе Международного культурного центра, где встречаются наши соотечественники с зарубежными соотечественниками и вместе создают такой культурный творческий продукт. Вместе творят. И тут же у Светланы Анатольевны родилась эта идея. Она написала эту прекрасную совершенно заявку, которая, безусловно, победила в числе 4, всего 4 заявки победили. И то, что сегодня мы можем присутствовать на этом пиршестве, это, конечно, благодарность Хакасии, тем людям, которые здесь живут, которые сразу откликнулись на это событие, с тем, чтобы в год 75-летия победы в этой большой войне мы могли бы понять, откуда истоки героизма народа начинаются, откуда они идут. Поэтому вот это слияние вместе героической истории хакасского народа, который много претерпел, начиная, по-моему, с 12 века, да? Чтобы ему есть что рассказать, есть что предъявить. И самое главное, это то, что вот это чувство сопричастности Родины, оно и делает героев. И герои учат нас не только совершать подвиги, они еще, что еще более важно, они учат нас любить законы мира. Вчера была научно-практическая конференция, на которой одна из профессоров сказала, не боги наказывают людей, а законы мира, когда люди не соблюдают, бывают наказываемы. Вот. И сегодня будет ночь созидания. О том, что это мероприятие есть, знают все. Оно поддержано, как я уже сказала, Министерством культуры. В ваших маленьких программах есть приветствие нашего нового министра культуры, который тоже теперь знает, что есть Хакасия. Вот так еще. И я желаю, чтобы мы все получили радость созидания от того, что мы собрались вот в этом прекрасном святом месте. Спасибо. Предоставим слово основателю этого музея, прекрасного литературного музея, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, да, председатель Совета старейшин Астырского района Леонид Васильевич Горбатов. Ақсағалар шөбінің, асықтағы ақсағалар шөбінің атының, арнапшым, шестіпшім, біздің асыз төшерінде, саблық төшерінде бұл жиылысқан ұқысты. Шоларың ашықшақ болсын, талант болсын, счастье болсын, он болсын. Дорогие друзья, мне очень приятно приветствовать вас сегодня на славной, действительно, скифской Тёйской земле. Эта Тёйская земля, она действительно богата талантами. И вот от имени Совета старейшин Скифского района я самый молодой старейшина. Вот, мы видим по-другому какому-то. И от имени Совета старейшин выражаю благодарность и признательность всем приехавшим нашим гостям, уважаемым членам жюри и, конечно же, участникам вот этого удивительного конкурса. Но мне сказали, что я основатель этого музея. Действительно, мне посчастливилось создавать этот музей действительно на ровном месте. Но это все было это было создано благодаря правительственному гранту. Ну, а точнее, благодаря всего одному человеку, который когда-то просто сказал, что этот музей должен быть. Это Светлана Анатольевна Окольникова.
просто сказал, что нам нужна новая площадка. У нас куча музеев. В Хакасии стало, скажем, в Хакасии появился музейный бум. Мы буквально с 2009 года, там, за буквально несколько лет создали огромное количество музеев под открытым небом. Все археологические, исторические, краеведческие, но литературный должен быть. Должен быть. Самая большая сеть музеев под открытым небом Самая у нас большая в стране. сеть, да, У нас. в стране, в России. И встала задача, нужно создать литературный музей. Одновременно об этом, конечно, говорила и хакасская интеллигенция, что проходит время, мы можем забыть, мы можем потерять вот эту нить, вот нить народной культуры, которая она очень тонкая, она с каждым днем может исчезнуть. Человека нет 20 лет, Михаила Еремеевича нет больше 20 лет, и вдруг мы осознали, что мы, оказывается, говорим на его языке. Вот, потому что мы учились в учебниках хакасского языка, его тексты были, его красивые тексты. И мы, оказывается, говорим на его языке, его красивым языком. И если мы это вот сейчас, наше поколение, да, потеряет, то мы с этого поколения, с нашего будущего поколения спросить-то уже и не сможем. И, конечно, здесь большая благодарность правительству Республики Хакасия за то, что поддержали, сказали, да, пусть будет музей. Более того, создание вот этого музея в самом отдаленном месте. Это вот отсюда начинается Хакасия, наверное, можно так сказать, да? С этого места Здесь начинается заканчивается Хакасия. А дальше начинается тайга. Там говорят, Чердубы. Там говорят, прокурор Мишка там уже. Вот. В таком месте Баргаяков, да. фамилия у него. Мишка Баргаяков, прокурор. Вот. Михаил Еремеевич, вот, если вернуться к персонале, да, Михаил Еремеевич, вот его портрет, это самый уважаемый человек Хакасии. Человек, который прославил Хакасию уже начиная с военного времени. Первое его произведение было создано в 1942-1943 году, сразу после Кандузии. Он написал большое произведение «Сомнения». О нем мало кто помнит. Это было создано в годы войны. И вот благодаря вот этому своему произведению он стал известен в писательской среде. Затем уже, когда вернулся после войны, он вернулся контуженным, раненым, рука у него стала отсыхать. И, в общем-то, родственники ему посоветовали, что все-таки нужно то, что ты взял от народа, вернуть. Потому что удивительный человек, сказитель, он ведь рано остался сиротой. И вот эта его сиротская жизнь, она много чему его научила. Он принял от народа очень много. Его дядя по матери, Саян Баргаяков, был сказителем. И вот он от своего дяди по матери Саяна Баргаякова записал героический эпос «Ал-Ильтаран». И, в общем-то, он опять сохранил нам вот этот героический эпос. Ну, а героический эпос это что? Это, в общем-то, душа народа. Потому что в героическом эпосе, на самом деле, все очень просто там. Жизнь человека, богатырь родился, у него сестра, сестра ему все помогает, лук, стрелы делает, он там с другими богатырями воюет, 3 дня бьются, кровь льется, устали, он зовет сестру, сестра приходит, лечит, помогает ему что-то, потом говорит, вот там надо надо что-то в подземном мире что-то взять, он идет туда, там с чертями воюет, потом поднимается на небо, там с богами чего-то, богов об землю шмяк. То есть вот на самом деле кажется зачин простой, но именно в этих героических эпосах вся душа, вся суть, поведенческая суть вот хакасского народа, она как раз и сохранилась. Наверное, не случайно хакасы смогли сохранить более 250 героических эпосов. Но опубликовано у нас, по-моему, не дайте соврать, 12. Да? Нет, около 30. Около 30 теперь уже. 27. 27, да. Но просто когда я изучал это все, я дошел до 12 и все, как бы прекратилось. А их 259. А есть еще рукописный фонд, да, который мы еще не знаем. И когда слушаешь героический эпос, он же очень образный. Вот, его не надо слушать. Он идет без анализа, он из головы в голову сразу идет. То есть его только воспринимать можно. Вот насколько он богат, насколько он колоритен, насколько он красив. И
насколько он богат вот, в плане языка. Очень много слов. Сейчас вот мы в основном занимаемся исследованием языка, сохранением языка, изучением его, да, и ничего сложного. Откройте героический эпос, почитайте. Очки, по-хакасски есть такое слово, да, шарапшил, козырек, там еще что-то, да. Есть бинокль, тоже, оказывается, есть. Даже ракета в хакасском языке тоже в героических эпосах тоже, оказывается, уже отображено, и есть даже название, да. А мы вот этих слов даже и не подозреваем, что мы начинаем их придумывать. Ничего подобного. Оказывается, они уже все придуманы нашими предками. Начиная со средневековья до наших дней, они вот с языка на язык пришли. Конечно, Михаил Еремеевич Кельчаков удивительный человек. Его удивительность в чем? В том, что он вобрал в себя все. Всю мудрость хакасского народа. Несмотря на то, что в 1939 году он был призван на Белофинскую войну, то есть Вторая мировая война. Потом тут же попал в Великую Отечественную войну. В 1942 году под Ржевом он был калечен, да? Но тем не менее он любовь к жизни-то не потерял. Он начал писать многие другие произведения. И когда в 2012 году, Светлана Анатольевна, мы создавали вот этот музей, осваивали грант тогда, сказать супер. Смешная сумма. Смешная 100 сумма. или 200, я уж не помню. 250 тысяч. 250 тысяч. понятно. На 250 тысяч нужно было создать вот такой музей. И вот буквально несколько лет назад, тоже благодаря стараниям местных жителей, при поддержке вот Головного музея, музей-заповедника Ухтахтас, здесь был открыт еще памятник. Памятник участникам Великой Отечественной войны. Где мы впервые, наверное, нам стало возможно, позволено говорить о том, что Михаил Еремеевич Кельчаков это не просто писатель, классик хакасской, там, российской литературы, но он еще и фронтовик, писатель-фронтовик. А это все меняет, потому что мы мало таких знаем героев. Действительно, герои, вот, победившие время. Потому что человек сам себя сделал, да? Прошел столько войн, сохранил себя, и более того, он отдал, и мы стараемся все его знания, конечно же, сохранить. Светлана Анатольевна тоже присутствовала на этом открытии этого памятника. Для сельчан это было очень сложно. Сколько там у нас фамилий, сколько человек на памятнике? 13. 12 человек. Даже больше. Из этой маленькой деревни 12 мужчин ушло. Вот представьте себе, в годы войны на территории Хакасии исчезло более 200 фамилий. Проще говоря, мужиков не стало, мужчин не стало. Рожать было не от кого после войны. Вот была проблема. Что делать? Вот говорят, 12 человек, и вы там памятник открываете в малом селе. Я говорю, вы знаете, а у нас там писатель-фронтовик Михаил Еремеевич. И вот маленькое село, чуть больше сотни человек, да, а открытие было как будто бы что-то тут грандиозное такое. Ну, это действительно так, потому что здесь по-другому нельзя. Просто по-другому нельзя. И самое, наверное, важное, что создал вот этот музей, да, с момента открытия вот этого музея в республике существует республиканская программа развития малых сел. Ну, сегодня мы все знаем, что малые села это, как правило, захудалые, заброшенные какие-то поселения, и к ним всегда было мало внимания. Однако, значит, глава республики, он узнал, что есть такое село, деревня, что здесь открывается литературный музей Михаила Еремеевича Кельчакова, которого знают в Москве, который знают на Кавказе, который знают в Азербайджане, который вот прославил Хакасию, можно, всему Советскому Союзу. Он говорит, я приеду. Приехал сюда, и вот здесь прямо на площадке было торжественное открытие. И вот он спросил у местных жителей, чем я могу вам помочь. Вот я тоже слушал, думаю, что глава может сделать. Ну и он своим распоряжением ввел это село в программу развития малых и отдаленных сел. Теперь
вот благодаря вот этому музею, ну, не скромно, может быть, да, уж если не скромно. Благодаря. Да. Уже это градообразующее предприятие. Да, да, то есть деревни. вот этот музей стал, ну, извините, может быть, тоже не скромно, если что, поправьте, село сохраняющим фактором. Потому что здесь появились рабочие места. Более того, именно вот в этой юрте летом мы проводим литературные лагеря для начинающих писателей. Мы должны растить своих новых героев. Вот они, герои, на нас смотрят уже с высоты прошлых лет, да, а мы должны их растить. И мы растим, мы собираем сюда мастистых писателей, деловых людей, собираем молодежь, которая только пробует перо свое первое, да, и учим их, как писать сказки, как писать какую-то прозу, поэзию, стихи, рассказы и прочее. И уже вышло несколько сборников вот этих начинающих писателей. Вот в каком интересном месте мы с вами находимся. Конечно, мне много говорить нельзя. Чувствую. Дорогие друзья, уважаемые жюри, уважаемые участники. Участникам желаю, конечно, всем победить. Вот, чтобы все победили, я очень этого хочу. Нам предстоит, конечно, увидеть действительно ночь героического эпоса, потому что сегодня я уже послушал программу предварительно, посмотрел, кто что приготовил. Тут порядка 11 героических эпосов будет использовано. Ну вот я знаю несколько, некоторые для меня будут для самого открытием. Поэтому в добрый путь. Сейчас я бы хотела пригласить сюда для приветственного слова нашего гостя из Кыргызстана, Таланталы Бакчеев, почетный профессор Иссык-Кульского университета имени Канастанова. Является одним из видных моносоветов, исследователей трилогии эпоса «Манас» и сказительского искусства. Президент Международной ассоциации моносологов, да. Доктор филологических наук, доцент, заслуженный деятель культуры Кыргызской республики. Уважаемые друзья, вообще об эпосе можно говорить ночами. Сегодня мы будем говорить сам эпос. В первую очередь я хочу поблагодарить хакасский народ, поблагодарить Светлану Анатольевну. Я сегодня услышал очень много вас из уст Вячеслава. Очень много, оказывается, действительно сделать для хакасского народа, для Хакасии. Может быть, даже больше, чем любой другой хакас. И то, что сегодня вы проводите ночь героического эпоса, это действительно героизм. Я в 2014 году впервые вел проект «Семисуточное сказывание эпоса «Манас» в Кыргызстане». Оно финансировалось со стороны доноров, наших, местных. Люди, которые просто любили Манас, любят сказителей. Со стороны Министерства культуры ни копейки не было выделено. Сам этот первый проект, первый форум, он прошел за 500 000 нашими сомами. Ну, сом — это наша валюта, имеет небольшую разницу с рублем, на 1 рубль, по-моему, меньше. Вот. И этот проект был все-таки осуществлен. Оно было бесперерывным сказыванием. И в первый раз мы сказывали 7 сказителей. 7 суток, днем и ночью. У того места, где впервые наш величайший сказитель 20 века Саакбай Каралаев получил озарение, получил сказительский дар. Это было в Иссык-Кульской области. До сегодняшнего дня ежегодно этот проект осуществляется. Порою Министерство культуры нам помогает морально, но все это проходит при поддержке общественности.
Я благодарю и Вячеслава, что он, несмотря ни на что, все-таки я нисколько не хочу ущемлять права других, возможности других сказителей хакасского народа. Я Вячеслава давно уже знаю, но действительно он сказитель-герой. Сказитель должен быть героем. Тогда он не сказитель, если он не имеет вот этого героического духа. Он должен быть сам богатырем, чтобы говорить о богатырях. Он не должен страшиться, он не должен стесняться, он не должен чего-то бояться. Власть имущих, денег, каких-то законов. Для сказителя закон – это есть само сказание. Поймите, что сказание, эпос – это есть код того или иного народа. Это национальный код, я бы сказал еще национальный кодекс. Кодекс этого народа. Как нужно жить, каким должен быть и как сохранить свой народ. Нас тоже немного. Нас 4 миллиона кыргызов. В общей численности 6 миллионов нас насчитывается в республике. Но из них 4 миллиона кыргызов. Не считая тех кыргызов, которые проживают за пределами Кыргызстана. Мы тоже боремся за то, чтобы сохранить себя, сохранить свой язык, свою культуру и традицию. Мы капля в море. Я порой даже шучу, если все китайцы соберутся и просто заплюют Кыргызстан, мы утонем. Мы утонем. Поэтому эпос нужно спасать, сохранять, поддерживать и давать ему все возможные и невозможные поддержки, чтобы ее сохранить. Я сам сказитель. Я этот дар получил в детстве, в 12 лет. Я не знал, что я буду сказителем. Я был активным пионером, комсомольцем. Вот. И так уж получилось, судьба распорядила, что я стал сказителем. Идти назад, пройти мимо, ослушаться, это было невозможно. Я не знал, что среди моих предков были сказители, шаманы. И тот же Саякбай Харалаев является одним из наших прадедов. И когда этот дар пришел, я был русскоязычным, учился и вырос в русскоязычной среде. Вот, и просто нужно было сказывать. Я болел, страдал. Возможно, и зрение вот это мое является вот результатом этого. Поэтому я думаю, хакасский народ, алтайский народ, все народы Сибири, Саян Алтая прекрасно понимают, что значит сказительство. Но мы это должны не так вот пустыми словами или там при публике где-то говорить, возвышать их, а это нужно делать от души и действительно поддерживать сказительское искусство. Сейчас уже пошла мода исполнения эпоса, но это не сказительство. Это не сказительство. Это исполнение того или иного варианта сказания, который уже создан, который уже кто-то исполнил, дал народу. А нужно создавать свой вариант. А он не сможет создавать свой вариант, если он будет сидеть и писать свой вариант, создавать, тогда он будет обычным поэтом профессиональным или писателем. А ему этот дар должен прийти. Конечно, предков не заставишь. И по желанию, по хотению, по стремлению сказителем стать тоже невозможно. Это то, что дается свыше. Это то, что приходит свыше. А для этого мы должны помнить о своих предках, потому что благодаря предкам мы есть. И вот это почитание предков, оно у нас еще есть и сохранилось. По сравнению
с другими народами, прежде всего народов Европы. Мы это тоже должны сохранить. Уважаемые гости, участники, я благодарю всех вас. Я благодарен земле хакасской, кыргызской. Возможно, и мои предки где-то когда-то здесь были. Возможно, и мои предки здесь, кто-то из них лежит под землей этой вот хакасской земли. Меня тянуло, я стремился, хотя я до этого несколько раз уже был в Хакасии, но в этот раз меня тянуло особенно. И уже многие знают, организаторы знают, что происходило. Вот. На 4 суток я задержался. То есть я этим не управлял, это зависело не от меня, но вот так вот случилось. Меня тянуло, чтобы я как-то, до этого я об этом и не думал, а в этот раз я решил поклониться своим предкам здешним, потому что я являюсь отпрыском кыргызов тиньшанских, среднеазиатских. Я являюсь частицей тиньшанских кыргызов. Я должен поблагодарить саян-алтайских, хакасских моих предков, которые здесь лежат, чтобы они нам помогли. Потому что наша страна, мой народ, сейчас переживает трудные времена и в политическом, и в экономическом, и в остальных отношениях. Я как гражданин своей страны, как сын своего народа, как сказитель, пусть даже как и исследователь, должен поклониться. Вот я зачем пришел. И приехал именно вот в этот момент, и вот в этот случай, когда сегодня здесь будут исполнять наши эпосы. Наши эпосы, и я тоже буду исполнять, я хочу исполнить. Я хочу исполнить при всем своим желаниям. Я хочу, чтобы мои потом предки тоже услышали. Благодарю вас. Мне остается только добавить, что у нас сегодня 10 участников из Хакасии, и они молодые. И это очень радостный такой момент, очень приятный момент, что молодые знают эпос, начинают понимать эпос, начинают развивать эпос, если хотите. У нас гость из Республики Тыва. Сегодня мы всех их услышим. Надеюсь, будет очень все, простите, хорошо. А сейчас позвольте, я представлю наше многоуважаемое жюри. Наш гость из братской соседней республики, дорогой и любимой нашей республики, Горный Алтай, заслуженный артист Республики Алтай, заслуженный артист Российской Федерации, исполнитель традиционного алтайского горлового пения Болот Байрышев. Говорил очень красиво, очень прекрасные слова Таланталы Бакчеев. Так, следующий член нашего многоуважаемого жюри – музыкант, сотрудник Центра развития тувинского традиционного искусства и ремесел, продюсер тувинской музыкальной группы «Алаш» Шон Куирк, США. Всем тоже нам известный наш мастер горлового пения, артист Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Герасимовича Чаптыкова, виртуоз, владеет многими хакасскими инструментами, заслуженный артист Республики Хакасия и Российской Федерации Евгений Улыбашев. Наш великий мастер, мы тоже все его прекрасно знаем. Он один из основателей возрождения хакасских народных инструментов, преподаватель Института искусств Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова, всенародно признанный мастер по изготовлению традиционного музыкального инструмента хакасов Четхана, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, народный мастер Чонузы Республики Хакасия Сергей Черков. И, наконец, председатель нашего жюри, один из главных идейных вдохновителей молодого поколения хакасов, ставящий основной целью своей деятельности восстановление и сохранение золотого фонда хакасской национальной культуры. Многоплановый, разнообразный талант, скульптор, музыкант, виртуоз горлового пения, художественный руководитель ансамбля «Ульгер» Хакасской филармонии,
Вячеслав Кученов, Кучен Альчар Саин.